Всем привет, друзья! Это новая передача «Драйв». Меня зовут Феликс. И сегодня я хочу рассказать о своей любимой секции плавания. Пошли со мной. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. А что нужно для того, чтобы попасть в вашу секцию? Вы знаете, наша секция существует уже 12-й год. И к нам попасть на секцию очень просто. Просто каждый поступающий должен уметь плавать. А чтобы научиться плавать, он должен без тренера вначале приходить и плавать в нашем бассейне. У нас есть обучение на платной основе, которое ведет Кузин Владислав Иванович. Мы работаем очень в тесном контакте с ним по работе. Он обучает плаванию и потом направляет своих детей уже ко мне. Чтобы попасть на секцию плавания, не только ребенок должен уметь плавать, но и физически должен быть подготовлен. При поступлении они сдают 25 метров и 50 метров вольный стиль. И также общую физическую подготовку – это подтягивание, отжимание, челночный бег. И если ребенок набирает определенные баллы, он попадает к нам на секцию плавания. А уже дальше это работа тренера. Научить технике плавания всеми видами, которые имеются у нас на плавании. Поэтому в сентябре у нас каждую неделю, первую неделю сентября, проводится День открытых дверей, где приходят родители и пишут заявление, а потом уже начинается конкурсная основа. Это очень хорошо. А как проходят ваши вообще секции? Вы знаете, наша секция, у меня имеется 4 группы, и они все занимаются по расписанию. Поэтому те дети, которые не пропускают секционные занятия, они добиваются определенных результатов. И у нас, конечно, ведется четкий контроль за посещаемостью учащихся, которые посещают секцию плавания. Как достигают результатов ваши спортсмены? А вот, Феликс, ты тоже ходишь ко мне на секцию. Начни вот на ответ на этот вопрос сам. Где ты сам принимал участие? Я принимал во многих соревнованиях участие. В Алатыре, в Порецком, в Шахазанах, Канаш. И каковы твои результаты? Ну, я достиг очень многого и желаю достичь еще большего. Молодец. На самом деле, кто посещает секцию плавания, первая задача каждого спортсмена – это улучшить свой результат. То есть на каждых соревнованиях показать лучшее время. Мы 2 раза в год выезжаем на чемпионаты первенства Чувашской Республики, где мои спортсмены выполняют взрослые спортивные разряды. А вот буквально 16-18 февраля мы ездили в город Казань, где был открытый турнир Татарстана Made World Classic. У нас от города Канаш и Чувашской Республики участвовал Ватяков Александр, где, в принципе, он показал неплохие результаты в избранном виде спорта. Он плыл 50 метров баттерфляй, из 38 был 6-м. Плыл вольный стиль, из 42 был 7-м. И 50 метров вольный стиль в своем возрасте 2005-2006 годов рождения он занял 2-е место. Поэтому мы на этих результатах не останавливаемся. И первая задача, наверное, каждого тренера, который занимается и тренирует своих учащихся в данном виде спорта, это как можно больше, чтобы дети выполнили спортивные разряды. Ну, а наша задача на секции плавания, чтобы обязательно у нас появились перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Саша, последний раз в каких-то соревнованиях участвовал? Я участвовал на
В Казани проходило соревнование 17-18 февраля. Мы двоих в классик. Там принимали участие по всей России самые лучшие спортсмены 2005-2006 годов. И я там хорошо выступил. Молодец. А какой ты драйв получаешь от плавания вообще? Ну, я кайф получаю, когда плаваю. И мне очень нравится плавать. Да, дрожи в коленах даже. Приходите к нам на плавание, здесь очень интересно. Мы сегодня побывали на секции плавания. Я сам очень люблю ходить на секцию плавания. Мне она очень нравится. Я бы хотел научиться очень многому в плавании, достигать недостижимого. Я побывал на многих соревнованиях в Алатыре, в Порецком, Нижнегородской области. В какую секцию ходите вы? Напишите в ВК в группу «Драйв», и мы придем к вам.